Салем Достар, вы снова на канале Кола. Большой рахмет, друзья, всем, кто подписался. Я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня посмотрим видео, что за отношение такое. Казахский язык, русские о казахах. Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажут, покажут, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Смотрим, друзья. Наши ультранационалисты в Казахстане сейчас просто в ударе. Салем, алем, достарым, вот я являюсь русскоязычной татаркой Казахстана. Интересно, отнесет ли меня эта милая женщина в категорию ультранационалистов? Удостоюсь ли я такой чести? Один за другим записывают видео, пишут посты, комменты, полные ненависти и злорадства. Те видео, которые мы записываем, и посты, которые мы пишем, они полны не ненависти и злорадства, а возмущения и негодования. А это абсолютно разные чувства, эмоции, и это абсолютно разные вещи, между прочим. Да, друзья, вот чуть-чуть тоже буду на паузу нажимать, потому что русские сейчас максимально пытаются какие-то видеоролики выпускают, едьте в Дубай, едьте там еще куда-то, здесь нас любят, здесь нас ждут, и здесь мы наслаждаемся жизнью. Но, друзья, они не понимают того мышления, что люди хотят им донести, что им не нравится просто, и что вы приезжаете в другую страну и делаете свой какой-то устав. Будьте добры, придерживайтесь тех правил, в которую вы страну приехали. Смотрим дальше. Ударными темпами разжигают межнациональную рознь. Требуют от миллионов русскоязычных немедленного знания казахского. Вот здесь вот такой вопрос. То есть вы считаете, что требование конституционное, между прочим, знать казахский язык приводит к межнациональной розни? Вы серьезно? Но у нас в Конституции так и прописано, что долгом и обязанностью каждого гражданина Республики Казахстан является овладение государственным, то есть казахским языком для консолидации народов нашей страны. А я в свою очередь считаю наоборот, что незнание и ярое нежелание изучать казахский язык как раз-таки и ведет к межнациональной розни внутри нашей страны. Это государственный язык. Что за отношение вообще такое? Давайте послушаем ее дальше. От своих же соотечественников, которые так же, как они, еле выживают, пытаются прокормить свои семьи, как и они сами. От людей, у которых нет ни времени, ни денег, не нужной языковой среды. Она шутит, в Казахстане нет языковой среды по изучению казахского, но если человек сам себя засовывает в вакуум от казахского языка, то тогда, конечно, ему неоткуда будет учить казахский. Когда человек приходит домой, включает российские телеканалы, тогда вы вместо российских телеканалов включайте наши местные на казахском языке. Пожалуйста, будет прекрасна для вас языковая практика. А что у нас происходит в интернете? Просто интернет кишит роликами о том, где продавец не может ответить на русском языке, человек сразу же достает телефон и начинает записывать. Вот вы меня обязаны на русском обслужить. Ну тогда общайтесь с человеком на казахском языке, он вам отвечает на казахском, вы ему говорите на русском. Прекрасная практика. Также с таксистами, с казахами общайтесь на государственном языке. Вы сами себя засунули в какую-то коробку, оградили от казахского языка, а теперь жалуетесь, что вам негде практиковаться. И у нас также очень много интернет-порталов бесплатных, где вы просто можете домой прийти после работы и 15 минут позаниматься. И, пожалуйста, просто не хотите изучать казахский и не хотите говорить об этом прямо, и ищите плюс 100-500 различных причин этого не делать, обвиняя всех вокруг, но не видя проблемы в себе. Достарым, смотрим дальше. 30 лет ждали. Чего они 30 лет ждали? Возможности унизить? Опять конституционное требование знать казахский язык некоторые приравнивают к унижению. Это похоже на бред какой-то. Ну и да, 30 лет терпеливые казахи ждали, что у людей проснется совесть, они сами пойдут учить казахский язык, и, к сожалению, это не произошло. И когда агрессивная Россия снова начала нападать на своих соседей, у граждан начало укрепляться чувство национального самосознания. Это абсолютно логичные вещи. Если они так радеют за язык, почему они не стоят у Министерства образования с вопросом, как так вышло, что за 30 лет целые поколения наших детей так и не стали билингвами, и это при том, что уроки казахского идут каждый день?
Достарым, именно на языковом вопросе очень ярко раскрываются потенциальные коллаборационисты и сепаратисты. Одной фразой я на себя выдала, сказала: если они так радеют за казахский язык, если бы она ощущала себя частью гражданского общества Казахстана, она сказала бы: если бы мы так радели за казахский язык, мы бы делали то-то, то-то и то-то. Но на самом деле она физически может находиться в Казахстане, у нее может быть казахстанский паспорт, но ментально она находится в другом месте. Я даже подозреваю, где именно. И посмотрите, как она некрасиво обозначила словом «на». Цики, да, у себя в видео тех людей, которые привлекают внимание к проблемам с казахским языком, стараются казахский язык продвигать, и написала: «Сохраним наш мирный Казахстан». То есть для нее сохранение мирного Казахстана – это сохранить все так, как есть. То есть проблемы на самом деле она не видит и хочет, чтобы все осталось как есть. Хотя не останется как есть. И случай с Рамилем Мухаряповым яркий тому показатель. Жарайды достарым, назардарыңызға көп рахмет. Сау болыңыз. Девушка молодец, очень все ясно, четко рассказала, потому что, да, на таких людей, друзья, обращать внимание, вот таких русских, которые ведут свою пропаганду, она даже не понимает, что она русская и пытается как-то, ну, вот, что-то сделать, чтобы, например, люди как-то думали, что даже она, приезжая в чужую страну, должны все изучать русский язык. И так не будет. Уже давным-давно вас увидели, вашу сущность уже все люди увидели, как вы ведете себя с братскими народами, как вы обращались с казахами или с другими национальностями, когда они приезжали к вам на заработки. Да, люди этого ждали, потому что ждали, когда вернется бумерангом к вам это все. И оно возвращается сейчас. И оно возвращается с такой силой, потому что не только ну, там, например, к украинцам вы плохо относились или к казахам плохо. Практически ко всем. Практически ко всем. Даже к грузинам, да, в 2008 вы заезжали туда на танках, сейчас в 2022 году вы едете туда на машинах, убегая от мобилизации. Так у вас же великая страна. Она-то великая. Но что там... Людей там нет таких душевных и великих. Вас всю жизнь приучали до того, что у вас великая страна. Но оказывается, что мы увидели вашу вторую армию великую, мы увидели ваших людей, ваши отношения к украинским народам, мы увидели ваших политиков, которые призывают убивать детей, душить. В прямом эфире, да, рассказывают вот такие вещи. Это уму непостижимо, как взрослый человек уже в сознательной жизни может такое рассказывать. Для меня это вообще просто непонятные вещи. Но, друзья, есть такой народ. Есть, и он, это русский народ. И говорить, что там виноват только Путин. Путин виноват. Много чего виноват. Но там людей тоже надо переучивать и давать какое-то другое ощущение и другой смысл, потому что к ним только начало приходить осознание того, что сейчас происходит на Украине. А до этого они даже не понимали, они считали это спецоперацией, они все поддерживали. А сейчас они уже, может, где-то в роликах в интернете видят, как там Скобеева и вот эти глазки бегают, она не знает, что сказать, потому что все теряется моментально, друзья. Большой рахмет девушке за то, что высказалась и отвечает на такие провокационные вопросы с Казахстана. Я так понял, там тоже кто-то записывал, да, вопросы вот именно. Молодец. Настоящий патриот своей страны. Большой рахмет, друзья. Всем, кто посоветовал этот ролик, я рад видеть вас всех на моем канале. Не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходят каждый день, и видео выходят все по вашим заказам, друзья. Ага, Казахстан, слава Украине, берегите себя. До встречи.